Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Уважаемые телезрители, предлагаем вашему вниманию поздравительное послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в честь празднования 76-й годовщины победы над фашизмом. Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие соотечественники, завтра, 9 мая, исполняется 76 лет Великой победе над гитлеровским фашизмом. По случаю этой исторической даты искренне и сердечно поздравляю всех ветеранов войны и труда, которые на острых фронтах борьбы мужественно боролись с врагом и внесли весомый вклад в тылу в обеспечение победы над фашизмом, а также весь народ нашей любимой Родины. Желаю каждой семье мирного неба, благополучия, здоровья и счастья. Ежегодно миролюбивые люди на всей планете, в том числе мы, жители независимого Таджикистана, вспоминая ужасы той страшной войны, 9 мая празднуем как дату великого подвига отважных мужей над гитлеровским фашизмом. Действительно, Вторая мировая война является одной из самых трагических страниц в истории человечества, а ее губительные последствия до сих пор ощущаются народами планеты. Достойно отметить, что великая победа над фашизмом была достигнута в результате сплоченной коллективной борьбы народов бывшего Советского Союза и различных стран, и является символом свободолюбивой борьбы народов мира. Следует отметить, что в обеспечении исторической победы достойный вклад внесли и славные, гордо настроенные сыны Таджикистана. Более 300 тысяч посланцев Таджикистана проявили мужество и отвагу в ожесточенных боях в этой войне. 92 тысячи из них сложили свои головы на поле брани, но их добрые имена и подвиги навечно вписаны в страницы истории нашего народа. В соответствии с имеющимися данными, перед началом войны население Таджикистана составляло всего 1,5 миллиона человек, то есть 20% жителей нашей республики, основная рабочая сила, была мобилизована на войну. В городах и селах Таджикистана в основном оставались дети, женщины и старики, на плечи которых легли все тяжести и лишения того времени. Вдобавок к этому из общего числа ушедших на фронт почти 31% не вернулись. Горькие уроки борьбы против фашизма всегда предупреждают человечество о том, что ради прочного мира и стабильности и спокойной жизни важно укреплять и расширять дружбу, сотрудничество и интеграцию между государствами и народами. Сегодня, когда ситуация в мире становится все более нестабильной и все больше осложняется, безопасность людей планеты серьезно подрывается новыми угрозами и опасностями, такими как терроризм, экстремизм, религиозный радикализм и другими нежелательными явлениями. Очень важно утверждение мира, дружбы, интеграции и сотрудничества между государствами и народами, поскольку в результате вооруженных войн и конфликтов, которые произошли после окончания Второй мировой войны в различных регионах и странах мира, а некоторые из них продолжаются до сих пор, количество убитых и раненых превысило период 1941-1945 годов. Наш народ, который во второй раз столкнулся с ужасами навязанной гражданской войны внутри страны, ценит мир, спокойствие и политическую стабильность. И поэтому с благодарностью отмечает, что сегодня в любимой родине царят прочный мир и стабильность, национальное единство и создана атмосфера для созидания и благоустройства. Беречь это бесценное благо является священным долгом каждого из нас и будущих поколений. Мы должны воспитывать сегодняшнее поколение в духе патриотизма и любви к Родине, высокого национального чувства, миролюбия и гуманизма, созидания и благоустройства. Также мы со всеми народами, прежде всего с жителями региона и нашими близкими соседями, всегда должны жить в обстановке мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и взаимного уважения. Еще раз поздравляю всех ветеранов войны и труда и весь славный народ Таджикистана по случаю 76-й годовщины Дня Победы. Желаю каждой семье, всему народу страны здоровья, счастья, удачи и нашему любимому Таджикистану вечного мира и стабильности. Сегодня, 8 мая, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Парке Победы в столице возложил венок к постаменту мемориальной доски.
Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Парке Победы возложил венок к постаменту мемориальной доски. Президента страны Эмомали Рахмона сопровождал председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отдавая дань уважения памяти офицеров и солдат и всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, возложил венок у вечного огня. На этой церемонии в память о погибших венки также возложили председатели Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, министр обороны, ветераны Великой Отечественной войны и представители других органов и ведомств. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, с рабочим визитом отбыл в Москву. В ходе этого визита глава нашего государства проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации и в качестве действующего председателя Совета коллективной безопасности и Организации договора о коллективной безопасности примет участие на военном параде, который состоится 9 мая в честь 76-й годовщины Дня Победы на Красной площади Москвы. В текущем году в городе Душанбе пройдут юбилейные мероприятия высокого уровня по случаю 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, на протяжении 2020-2021 годов председателем Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества будет лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Все мероприятия этой организации будут осуществляться под председательством таджикской стороны. Следует отметить, что сегодня ШОС – одна из наиболее динамично развивающихся региональных организаций, которая объединяет государства, обладающие крупными экономическими, финансовыми, технологическими и человеческими ресурсами, значительным инновационным потенциалом. Тему продолжит Карим Хайдар. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Шанхайская организация сотрудничества состоит из 4 государств-наблюдателей: Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Монголия. ШОС состоит из 6 стран-партнеров по диалогу: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. ШОС охватывает огромное пространство и широкий круг регионального сотрудничества и является новой формой сотрудничества государств с точки зрения политического устройства, экономического потенциала и культурного разнообразия. Девиз председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества «20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания». Главными целями председательства является укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, укрепление имиджа и международного позиционирования ШОС, совершенствование договорно-правовой базы организации, расширение механизмов взаимодействия. Для реализации целей председательства Таджикистан во взаимодействии с другими государствами-членами ШОС намерен решить ряд задач в следующих направлениях повестки дня организации. В политическом направлении – укрепление внутренней консолидации и взаимодоверия, координация позиций по региональным и международным вопросам, затрагивающим интересы Шанхайской организации сотрудничества. В области безопасности – содействие в усилении практического сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью,
Принятие необходимых мер по реализации инициативы президента Республики Таджикистан о создании антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе. В экономическом направлении проработка вопроса и принятие плана первоочередных практических мер на 2021-2022 годы по преодолению социально-экономических, финансовых и продовольственных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе. Разработка и принятие концепции создания на пространстве ШОС зон экономического роста, содействие в продвижении вопросов широкого использования транзитных возможностей государств-членов, содействие углублению взаимодействия между деловым советом и межбанковским объединением ШОС, налаживанию их сотрудничества с международными финансовыми институтами, совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества, содействие в развитии бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС в целях поддержки стартап-проектов. В гуманитарном направлении содействие наращиванию взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС, содействие сотрудничеству в области сохранения культурного наследия региона ШОС, в области международной деятельности укрепление имиджа ШОС на международной арене, наращивание практического взаимодействия ШОС с региональными партнерскими организациями. Независимо от того, что в соответствии с международными стандартами ШОС является достаточно молодой организацией, за годы своего существования она показала себя в качестве эффективной платформы для обмена мнениями, выработки общих позиций и координации различных точек зрения, и в связи с новыми требованиями современного мира будет усовершенствовать свои цели и задачи. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.